Здравствуйте. Будешь? У меня вот это. На, мой попробуй. У меня лучше. Из ваших? Да. Спасибо, девушки. Спасибо. Спасибо. Вы пройдемте туда поближе к подъезду, там, где будет проходить церемония. Добрый день, уважаемые гости и жители городского округа Жатай. Сегодня для нас всех волнительный и торжественный день. Начинаем торжественную церемонию открытия 78-квартирного энергосберегающего жилого дома. Уважаемые друзья, мы сегодня находимся на таком замечательном событии, которое определяет нашу политику государственную. Это тот объект, который у нас в последние годы очень много объектов сдаются, но при этом, когда мы подходим к тому объекту, который сдаем, мы понимаем, что это и есть частица той большой политики, той большой программы, которую начинаем в последние годы реализовать в Республике Саха-Якутия. Сегодня, благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодаря правительству Российской Федерации в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, которые побывали в Якутии, вы видели своими глазами, в каких условиях мы живем, трудимся. Конечно, в последние годы они оказывают очень большую поддержку, за что мы очень благодарны. И как раз одной из таких программ, которые поддерживаются на федеральном уровне, является строительство жилья, и особенно в последнее время это переселение граждан из аварийного жилья. Это уникальная большая программа, которая включает в себя такие объемы, которые мы никогда не представляли. 28 миллиардов рублей мы должны освоить до 2017 года, чтобы решить ту очередность, которая была на 1 января 2012 года. Вы знаете, мы активизировали строительство жилья в целом, потому что 3 года назад мы строили 300 тысяч квадратных метров, то в этом году этот объем увеличим в 1,5 раза. И такие же темпы будем сохранять в ближайшее будущее. И у меня мечта такая, что через определенное время строить 1 миллион квадратных метров жилья в год. Это абсолютно реально, это абсолютно возможно. Поэтому сегодня задача заключается в том, что мы должны создать в республике комфортные, качественные условия жизни. Мы видим эту работу на примере городского округа Жатай. Вот на этих местах стояли дома ветхие, аварийные, мы их снесли. Но и самое интересное, сегодня делается такое дело, что не только обычные рядовые здания, сооружения или жилье, это которые сегодня оснащены самыми передовыми технологиями. Они у нас называются умными домами, потому что здесь создаются такие условия именно в интересах жителя, в интересах потребителя, который использует энергию более в экономичных условиях. Мы сегодня должны поблагодарить наш фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которые оказывают прямую помощь в решении этих проблем. Константин Георгиевич сегодня 3-й раз приезжает в наш Жатай и сам лично контролирует эти объекты, потому что это его затея, это его идея, которую он воплощает в таких субъектах, как Алтай и Республика Саха-Якутия. Поэтому сегодня, хотя мы находимся вокруг этого одного объекта, еще раз подчеркиваю, это большая политика, это большое дело. И люди в республике будут ощущать не только в Жатае, и в других районах республики такое же чувство удовлетворения, что эта очередь двигается, что жилье строится и так далее. Поэтому я просто сегодня хочу, пользуясь моментом, пожелать нашим людям, которые получат сегодня ключи от квартиры этого дома, прекрасного дома. Я уже знаю, какие качества есть в этих домах, потому что мы знаем своих строителей, которые тоже научились строить качественно, научились делать быстро при этом. И, конечно, все это, вот это стоят тоже свои будущего дома. Они в следующем году приедем, такой же дом будет стоять. Поэтому сегодня я просто желаю всем, прежде всего, быть уверенным в завтрашнем дне, потому что мы
будем двигаться такими же темпами, как сегодня создали. Я очень хочу, чтобы в этих домах жили счастливые люди, успешные люди. Самое главное, они не только о себе, но самое, чтобы будущее поколение здесь появилось более стремящееся на высокие уровни жизни. Ну, во-первых, я хочу от всей души поздравить Новоселов с этим событием. Что бы мы ни говорили, когда ты въезжаешь в новую, ты тем более в такую замечательную квартиру и дом, это счастье. Человек, который живет в хороших условиях, он по-другому себя чувствует и на работе, и дома, и в семье, и в республике. Я хочу поздравить не только Новоселов, но и республику с тем, что, Егор Афанасьевич, вы у нас рекордсмены. Вообще, вы знаете, вот таких умных домов, ну, на самом деле название у них немножко другое, энергосберегающие. Ну, вот народ называет их умными, потому что они и тепло берегут, электроэнергию. И самое главное, что жителям, которые живут и будут жить в этих домах, придется платить коммунальные услуги на 30-40% меньше, чем вот в соседнем доме, который похуже, кстати. Это вот, значит, думать мы научились с тем, чтобы рассчитывать о том, как жить дальше. Дом немножко дороже стоит, я вам раскрою тайну, чем обычный дом. Но эксплуатироваться он будет дольше. Обычный дом 50-60 лет эксплуатируется, этот до 100 лет может хорошо работать. Во-вторых, для севера, когда вы бережете тепло и электроэнергию, это чрезвычайно важно. Но я уже сказал, что и платить за него придется поменьше. Ну и, конечно, очень приятно то, что именно Республика Саха-Якутия и ваш, вот точно 4 дома в одном районе есть только в Западной Европе, я вам честно скажу. Так что вот ваш бессменный, он больше Сталина уже у власти, я знаю вас, Анатолий Иванович. Да? Вот, поэтому вы, наверное, за него и голосуете. Поэтому я хочу также поздравить руководителя района. Ну и меня немножко резануло слух. Я знаю, что официальная должность руководителя республики называется временно исполняющего. Никакой не временно не исполняющий, он руководитель республики, хороший, толковый. Давайте ему тоже скажем спасибо. А вас с праздником. На самом деле это очень приятно. Кстати, вчера мы когда летели на самолете, я уже четко знаю, когда подлетаем, я сразу смотрю, вот Жатай, вот дом, вот дом, вот здесь строится новый. Знаете, это очень приятно, очень приятно. Тем более в условиях крайнего такого, ну не крайнего, севера все-таки, климатические условия. И я знаю, насколько в других домах люди себя чувствуют комфортно. Наверное, к этому надо всегда стремиться. И в первую очередь, наверное, новоселам, которые сегодня получили ключи, я вам просто вас прошу, берегите вот этот дом. Наверное, это самое главное, что есть у человека на сегодня. Это комфорт, это уют, это создание новой семьи. Я желаю вам всего-всего хорошего, удачи вам, чтобы этот дом вам только приносил радость. Мне хочется от нашего поселка сначала от жильцов сказать огромное спасибо Москве, Путину, нашему президенту Якутии Борисову. Большое спасибо Анатолию Ефимовичу Кистеневу. Галушкину большое-большущее спасибо за терпение, то, что он нас терпел, вы к нему ходили. И хочется сказать всем нам, чтобы мы ценили труд, который столько людей сделали для нашего поселка. Хочется, чтобы наш поселок Речников, который работают и живут люди, трудяги, чтобы наш поселок процветал, больше сделали таких домов. И все. Ну давай разрезай. Не будем водить. Молодец, иди вперед. Ну а сейчас всех приглашаем на общее фотографирование. Я